человек, который вам сейчас расскажет о своем результате. Ну что я вам расскажу, что 8 августа у меня был инфаркт. Инфаркт был утром в 7 часов, меня как схватило сердце, я не знаю, это или сердце, или желудок, в общем, не поняла. Вызвали скорую одну, она приехала, посмотрели и ничего не сделали. А оказывается, у них нет вот этого вот аппарата. Они вызвали вторую скорую, я уже не знаю как. Меня увезли, и я уже была без сознания. Меня привезли в больницу в БСМП. Через час, наверное, я очнулась, как будто я родилась. И мне сделали операцию шунтирования, поставили мне стенд. У меня был инфаркт первой степени. Ну, у меня вот эту вот надо было бумагу все написать. Потом сказали, мне сделали, сказали, вас спасли, бабушка. Говорит, кое-как поставили стенд, через месяц придете, мы поставим вам второй стенд. Ну, мне сказали бабушка, ну я не слова. Потом сказали, что мне хирург говорит, придете через месяц, поставим второй. Ну, я 7 дней полежала, потом выписали меня. Потом через месяц пошла сдавать анализы. Ну, в это время Савле, вот знакомая, сестренка моя, она пошла к мне, она говорит, знаете что, сейчас вот есть, появились бальзамы, все пьют, вы попробуйте хотя бы до операции, попейте эти бальзамы. Ну как, мы же все думаем, ай, что там бальзамы, я до этого тиньши пила, и еще какие-то БАДы пила. Думаю, это тоже такие же БАДы, что я говорю, буду пить? Она говорит, нет, ну попробуйте, пожалуйста. Потом говорит, там будет презентация, там это будет, приходите. Опять думаю, ну мы же всегда думаем, может это подставные люди. Ты сходи, ты расскажи о себе, ты расскажи это о бальзамах. Я сама лично сама так думала. Потом пошла, болела, все равно пошла, послушала. Правда, люди такие результаты, когда рассказывали, я даже удивилась. Потом пришла, говорю, на следующий день, ладно, говорю, пойду возьму, попробую. Все равно мне будет стенд ставить. Ну что я попробую, что будет, то будет. Потом все равно анализы сдавала, пила. С 11 ноября я начала пить этот бальзам. 26-го мне поставили на этот, вот мне сказали, 26 на 26 число, вот он говорит, вот, сдавайте анализы. Ну, когда я начала сдавать анализы, он говорит, что-то у вас анализы хорошие. Потом пошла к кардиологу, диагностику, она говорит, а что, говорит, это, готовит вас? Я говорю, ну, мне сказали, через месяц мы должны поставить второй стенд. Я говорю, сдаю анализы, чтобы лечь в больницу, квоту на 26 число. Но она говорит, ну, ладно, посмотрел, говорит, вроде анализы хорошие. Ну, говорит, идите ложитесь. Ну, 26-го я легла, 27-го мне стали утром, сделали опять шунтирование. Шунтирование почему-то сделали через вену. Потом посмотрели. Там этот хирург стоит, говорит, что-то, говорит, не то. Говорит. Потом, ой, подожди, Пашка, сейчас я позову второго хирурга. Побежал он, позвал второго хирурга, и не пришли. Говорит, а что ты, говорит, у Апашки, говорит, на 70% сосуды чистые. Зачем, говорит, ее это, зачем, говорит, ее делать? Зачем, говорит, ставить стенд? Если, говорит, сейчас мы поставим ей стенд, это, говорит, наоборот, будет хуже. Но они там сами совещали. Потом лежала, я думала, как всегда, Аллама сына. Он говорит, а Пашка, говорит, у вас все нормально, мы не стали ставить стенд, у вас на 70% сосуды чистые. Вот. И я говорю, это сразу прибирать после... Как вы вышли, расскажите. Да, после как вышла, сразу позвонила Савле, говорю, Савле, я говорю, бальзамы мне помогли, мне стенд не поставили. Я говорю, вот Максвердің арқасында, я говорю, большое им спасибо, что действительно Казахстанда вот такие есть у нас бальзамы. Ну а потом и муж у меня тоже, у него был микроинсульт, а потом болезнь Паркинсона. Это вот после, наверное, микроинсульта у него это рука у него, а он левша. И вот что он кушает, у него все вот так вот палец из ложки.
а то раздражение, да? Потом ножами мы его учим, чтобы он правой рукой кушал. И в Бургуну тоже смотрим, он сын говорит, папа, что у тебя руки не трясутся? А мы даже не заметили. Он говорит, ай, правда, говорит, балам? Говорит, дай, говорит, еще раз подержи. Главное, он сам держит эту кружку. И главное, дай, говорит, еще тогда кружка стоит. Говорит, правда, говорит? И это понемногу, и сильно уже к чтению. И вот, а потом один раз тоже пошел в парикмахерскую. Сейчас старый артна, харай. Прям на пол головы у него сейчас волосы черные, а были седые. Ему 74 года. Седые. Ну, надо было. 74 года, седые волосы были. А сейчас смотрю, даже брови у него чернее. Прям, блин, седина вот осталась на время. А вот так вот, я говорю, ты уже помолодел, кроме, тебе уже не тухала уже. Подожди, я не отстала. Сидим кульдым. Так что енді ішіңізде кто ішкен жоқ, ішіңізде өте жақсы, я уже какой месяц пью. Вот тот раз на когда нетом, анализы говорили, нормальный деді, тағы без конца, без проверить это утро, тағы нормальный деді, ЭКГ. Ал енді печеньем неде тас бар, желчный бузарды. Енді вот в марте барам, сонда анализімді айтам, какие будут результаты, УЗИ жасағаннан кейін, какие будут результаты деп айтам. Жолдасыма да ішкізіп жатыр. Желчным, да. У мужа 1,8, 1,5. Екі камень. Да, результаты обязательно әкелеміз. Но он тоже тамақ ішкенде, он все время жаловался. И жирный не может, то не может, это не может. А қазір прям бәрін ішеді, аппетит появился. Я на 3 килограмма похудела еще. А на что ты надеешься? Я на 3 килограмма похудела. Сон, так что прям на пользу. Одан кейін балаларыма жібердім. Үлкен қызымде варикоз болатын. Я тоже ей отправила где-то в декабре, 15 декабря, она тоже говорит, да, дочери. Она говорит, я говорю, ну как тебя? У нее ноги варикоз, она сама это, преподавателем работает. Она говорит, мама, я вообще не могла ходить. Я говорю, сейчас, говорит, даже эти чулки какие-то варикозные. Она говорит, я сейчас их не ношу, ну вот она 2-й месяц пьет. Говорит, сейчас я, говорит, не ношу, мама, мне, говорит, так хорошо стало. Спасибо тебе, говорит, большое. А потом я говорю, ну ты там распространение, как всегда, говори всем своим этим учителям, преподавателям. Она говорит, мама, оказывается, говорит, многие пьют. У нас, говорит, женщина 4 года, говорит, не беременела. Она, говорит, сейчас положение, мама. Ты знаешь, говорит, мы вообще, говорит, ходили, говорит, в кафе, говорит, обмывали. Я говорю, ну хорошо. А вот, видите, многие пьют бальзамы, пока результаты алганша никто не говорит. Когда результаты, уже начинает говорить. Я тоже результат получила, я уже начала всем говорить. И вторая у меня уже взяла, и сестренка сейчас пьет. Но они говорят, давай, вначале результаты будут, как у вас, потом, говорят, мы будем распространять это сюда. А так индочкам я это мысль не может заставлять. Потому что каждый, как өзім сияқты ойлайды ғой. Может, анау шығады, может, мынау шығады. Қазақ қызы қайтсе. Ну, правильно, что вы проверили, да? Да, да.